Все дороги войны вместе с бойцами прошли военные песни. Они согревали в перерывах между боями, в окопах и землянках. В песнях солдаты могли выразить свои чувства, тоску по любимым, боль по погибшим товарищам, радость от побед в тяжелых боях. И до сих пор эти стихи и мелодии остаются всенародно любимыми, а многие из них, особенно в хорошем исполнении, сложно слушать без слез. Накануне в Татарской филармонии в этом вновь убедилась Полина Кострицкая. Под звуки военных маршей тысячи советских солдат уходили на фронт. Молодые ребята верили в счастливое будущее, но многим не суждено было вернуться. Концерт посвящения 70-летию Победы в Татарской филармонии начался с минуты молчания. Артисты филармонии в преддверии праздника дали уже десятки концертов по всей республике. Военные песни ждут и знают в городах и деревнях. Им подпевают, под них плачут и улыбаются. Накануне в Казани музыкально-литературный лекторий филармонии представил концерт его художественного руководителя Владимира Васильева. И мои дедушки участвовали в Великой Отечественной войне. К сожалению, они не вернулись с фронта. Каждый раз, когда исполняю эти песни, я пою для зрителей, как будто бы в зрительном зале сидят мои оба дедушки, которые не вернулись с войны. В программе русские и татарские песни военных лет и народные мелодии, которые тоже помогали солдатам выжить. В концерте приняли участие Георгий Ибушев, Асия Мустафина, Регина Валиева и другие солисты филармонии. Вот когда землянки я пою, уже чувствуешь, как будто вот я сам побывал в войне. Хочется найти вот образ этого солдата. Только тогда рождается вот песня, только тогда можешь это передать, смысл песни. У каждой песни своя история. Многие были написаны на фронтах и в землянках, но и спустя 70 лет в этих песнях звучит живая душа и голос победы. Полина Кострицкая, Марат Саидгараев, столица.